Экспонат от латинского слова «экспонатус» – выставленный на показ предмет для всеобщего обозрения. С целью более подробно рассказать об исторических артефактах Нюрнбергского музея дружбы народов имени Ксенофонта Уткина предлагаем проект «История одного экспоната». Фондовая коллекция Нюрнбергского музея разнообразна и богата. В хранилищах, экспозициях музея размещено немало любопытных предметов, имеющих необычные истории. Многие из них овеяны многочисленными легендами и хранят память о своих бывших владельцах. Каждый экспонат достоин внимания и по-своему интересен. В рубрике «История одного экспоната» мы постараемся раскрыть смысл жизни экспоната, рассказать о его важности, историческом содержании. Мы надеемся, что музейные предметы заживут новой жизнью и раскроют вам свои удивительные истории. Сшито Марией Яковлевой, уроженкой Амалдонского наслега в 40-х годах прошлого столетия. В то время в стране гремела Великая Отечественная война. От мала до велика все встали на защиту отчизны, на полях сражений и в далеком тылу ковалась наша победа. Из семьи Яковлевых сыновья также были призваны на военную службу защищать от врага свою землю. Мария решила сшить теплое, мягкое, как материнские руки, одеяло и подарить, когда сыновья вернутся с войны. Долгими зимними вечерами иголка в руках матери прокладывала стежку за стежкой, словно показывая дорогу сыновьям к отчему дому. Но судьба распорядилась по-своему. Сыновья пали смертью героев на поле боя. Мать-солдат, не дождавшись сыновей с войны, подарила законченное к тому времени одеяло из беличьих хвостов внуку Яну, сыну солдата. Вот такая история экспоната. Всего на одеяло использовано 392 беличьих хвоста, 62 лисьих лапок, 4 лисьих хвоста. Длина одеяла составляет 178 см, ширина 123 см. Семейная реликвия передана в дар музею сыном солдата Яном Алексеевичем Яковлевым в 2021 году. И сегодня с семейной реликвией можно ознакомиться в экспозиции Нюрнбергского музея дружбы народов.